В республике стартовал конкурс профессионального мастерства среди педагогов «Классный-классный». Минобрнауки Коми приглашает принять участие классных руководителей и воспитателей, сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций. Заявки принимаются до 9 сентября на сайте Коми Республиканского института развития образования. Целью конкурса является выявление и представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих высокие результаты воспитания и развития детей. Классный-классный делится на 2 тура – заочный и очный. Заочный включает в себя 3 испытания – видеовизитка, рефлексия как механизм развития воспитательной деятельности классного руководителя и мероприятие по антикоррупционному просвещению обучающихся. Очный тур включает испытания «Классный час» и новые формы и технологии в работе с родителями по обеспечению безопасности обучающихся. Как зарегистрировать права на недвижимость? Обо всех способах и нюансах данной процедуры интинцам рассказала заместитель начальника Воркутинского межмуниципального отдела управления регистрационной службы Елена Шкиль. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия, в рамках которой горожане получили ответы на все интересующие вопросы. Чаще всего интинцы осуществляют продажу или покупку квартир и гаражей. Как правило, это вторичные объекты недвижимости. Горожан интересует, как обезопасить себя при оформлении таких сделок. Я планирую приобрести квартиру, вторичное жилье. Вот чтобы не обмануться, все-таки в сделке это все-таки квартира, а не что-то другое. Вот как можно проверить историю квартиры, участников сделки, чтобы на что обратить внимание в документах? Запросить информацию по данному объекту. И я предложила бы вам 2 вида информации. Выписку на объект, да? То есть тот объект, который вы хотите приобрести, планируете приобрести. Выписку на объект, в которой указываются все ограничения обременения. И второй вид права, информации, прошу прощения, я бы вам посоветовала заказать выписку о переходе прав на данный объект. То есть, если вы увидите, что дает выписка о переходе прав? Она указывает всех собственников этого объекта. Ну, я так предполагаю, вы квартиру планируете приобрести. Если вы увидите, там, например, 15-20 собственников, которые меняются через месяц, то, соответственно, или через 2 месяца, то тут можно уже подумать, а что же все-таки, почему так? И, наверное, отложить покупку такого объекта недвижимости, такой квартиры. Должна ли иметь квартира так называемый технический паспорт? Нужно ли его оформлять или приобретать недвижимость только с наличием такого документа? Специалист ответил и на эти вопросы. На сегодняшний день, я так предполагаю, 90% объектов, жилых помещений в целом, наверное, по Российской Федерации стоят на учете. То есть, если вы приобретаете квартиру в многоквартирном доме, 99% она должна стоять на учете, на кадастровом учете, то есть в ЕГРН, в Едином государственном реестре недвижимости. И, соответственно, никакая техническая документация, что вы имеете в виду, о чем вы говорите, технический паспорт, его предоставлять не требуется. Другое дело, если... какая ситуация? Если вы надумаете свой гараж продавать, вот здесь уже начинается другая песня. Это конкретно по городу Инте. Вот в этом случае у нас, как правило, права есть, да, документ правоустанавливающего гражданина на руках есть, а гараж фактически в кадастре не стоит, то в этом случае у гражданина возникает необходимость заказать у кадастрового инженера технический план для постановки данного объекта недвижимости гаража на кадастровый учет. Вот здесь да, но это технический план называется. Интинцев интересует процедура оформления продажи квартиры. Зачастую жилье хотят отдать родственникам и не знают, как лучше оформить такую сделку. Вот мы с мужем разведены уже 10 лет, даже чуть больше. Вот я бы хотела сейчас, как мне оформить, а я собственник квартиры, я хочу оформить на него квартиру. Каким образом мне дешевле, мне 70 лет. Вот. И я бы хотела узнать, как это сделать и куда обратиться более экономно и быстрее. У нас сегодня 2 направления. Одно – дарение, второе – это заключение договора о купле-продаже.
Так как вы разведены на сегодняшний день, да, супруга и супругами не являетесь близкими родственниками, соответственно, я бы вам не рекомендовала заключать договор дарения квартиры. А в данной конкретной ситуации посоветовала бы вам заключить договор купли-продажи квартиры, где вы можете, договор возможно заключить в простой письменной форме, пожалуйста. Скажите еще раз, повторите, не поняла последнее слово. Договор купли-продажи квартиры можно заключить в простой письменной форме. Ой, как здорово. Вот я бы переспросила, потому что что-то не так, наверное. Да, обязательному нотариальному удостоверению в вашем конкретном случае, нотариального удостоверения сделки, договора купли-продажи квартиры, вам не требуется. Вы можете, если у вас есть возможность и способности, сами составить этот договор. Можете обратиться в МФЦ, когда будете сдавать документы. За определенную плату сотрудники МФЦ составляют договоры. Можете обратиться к нашим нотариусам, они тоже осуществляют платные услуги по составлению простых, в смысле договоров купли-продажи в простой письменной форме. На данный момент для регистрации прав собственности не требуется нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры. Обращаться к специалисту-нотариусу можно только в строго оговоренных законодательством случаях. На сегодняшний день законодательство требует обязательное нотариальное удостоверение сделок, совершенных с долей в праве, неважно, квартира, гараж, то, что чаще всего граждан интересует, потому что основными заявителями являются у нас граждане, в том числе и юридические, конечно, лица. Все, что касается распоряжения долей в праве, все подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Это как бы первый блок, сделок. Второй, когда объект недвижимости, неважно, жилое помещение, гараж или еще иной объект, садовый домик, дом, земельный участок, принадлежит несовершеннолетнему или гражданину, недееспособному гражданину. В этом случае, во-первых, сделка совершается с предварительного согласия органов опеки, и такие сделки также подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Когда объект приобретается супругами в общую долевую собственность, общее совместное имущество, поэтому этот договор также подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если, например, если супруги или супруга приобрели квартиру в собственность, или в общую совместную собственность супруги за счет средств материнского капитала и за счет своих личных средств, то при определении долей на членов семьи, и в том числе маму, папу и детей, тоже такой документ тоже подлежит обязательному нотариальному удостоверению. То есть этот документ выдает нотариус. Заявление на регистрацию прав собственности можно подать в электронном виде на портале госуслуг, либо лично в многофункциональном центре «Мои документы». В Инте МФЦ находится по адресу улица Мира, дом 15. С июня этого года все МФЦ, я так предполагаю, что вся Российская Федерация, принимают документы на любой объект Российской Федерации. Уточняю, то есть до 1 июня так документы у нас, конкретно по нашему году, Мира 15, принимали документы только, которые расположены на территории субъекта, на территории Республики Коми. С 1 июня сотрудники МФЦ принимают документы на любой объект Российской Федерации. Ярославль, Краснодарский край, Краснодар, Киров. Что еще сейчас как раз я выдавала. То есть очень удобно. Многие горожане помнят, что раньше на руки выдавался документ, который подтверждал право собственности на тот или иной объект недвижимости. Свидетельство было цветным и красиво оформленным. Сейчас его вид изменился. До 15 июля 2016 года выдавались свидетельства на всей территории Российской Федерации. После этого мы стали выдавать выписки. Выписки были разные. Выписочка в 2016 году была такая масенькая, в книжном варианте на одном листочке. На сегодняшний день, если вы видели, выдается выписка в альбомном формате листочки. И первый раздел – описание объекта, второй – права, и последний – это схема. В завершении прямой линии заместитель начальника Воркутинского межмуниципального отдела управления регистрационной службы Елена Шкиль обратилась к интинцам с важной информацией.
Все права на недвижимое имущество, которые были зарегистрированы до 31 января 1998 года, они носят название, имеют название «ранее возникшие». Налоговым кодексом с 1 января 2021 года внесены изменения по оплате госпошлины, где говорится, что за регистрацию граждане-заявители освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию ранее возникших прав. Поэтому сегодня я призываю всех граждан, всех жителей Инты при возможности обращаться в МФЦ за подтверждением своих прав, за регистрацией своих прав на квартиры. Гаражи не обещают, гаражи не стоят на учете, там сложности, а квартиры, они все стоят практически 99%, поэтому я предлагаю интимцам зарегистрировать свои права, ранее возникшие. Это документ должен быть с датой до 31 января 1998 года. В этом случае мы регистрируем гражданам права бесплатно. Более подробную информацию о официальной регистрации прав на недвижимость или заказать отчет из ЕГРН можно на сайте Росреестра.